Семья Кохан приехала в Нерюнгри в 1984 году. Глава семейства Михаил по профессии художник. Родился в старинном украинском селе Ивашковцы. Вот это дом, где это я детство провел до 7 лет. Потом дом построили новый. Это еще моего деда дом под соломенной крышей, вот, старинный. После окончания школы поехал поступать в Днепропетровское художественное училище, но удалось поступить только с 3-го раза. Первого раза я не поступил. Меня не приняли документы, потому что училище по тем временам, вот это среднее специальное училище, вот музыкальное, художественное, они были на базе 8-летки тогда, неполного среднего образования. А после 10 класса мне сказали, ну, вы езжайте в институт. А куда? В деревню, подготовка слабенькая, институт я бы не потянул. Следующий год Михаил не терял даром. Он поступил в строительное ПТУ и закончил его с красным дипломом. Подготовил справки, документы и опять отправился в художественное училище. Ну и готовился, занимался. Вот. Все время пришло сдавать документы на вступительные экзамены. Я повез, собрал рисунки, справки, документы. И в трамвае давка была, и у меня потерялся паспорт. Ну, по иронии судьбы, я опять не попал на вступительные экзамены. Осенью парня забрали в армию, но он не отступил от своей цели и, вернувшись, ему все-таки удалось поступить в одно из самых престижных учебных заведений Советского Союза. На 2-м курсе женился. Позже родилась первая дочь Велена. Но условия работы и проживания не обещали перспектив. Ну, еще год прожили. А на съемной квартире приехала хозяйка на съемной квартире. Он говорит, что вы сидите, молодежь? Здесь перспективы жильем нету, зарплаты низенькие. Ну вот, стимулировала на север. Приехав в Нерюнгри, Михаил устроился работать на ГРЭС художником, а позже переквалифицировался в машиниста-обходчика. График позволял в свободное время заниматься живописью. Это помогло пережить трудные времена, когда были перебои в зарплате, и с предприятия пришлось уйти. И как раз спрос пошел на живопись. Так неожиданно. Люди много интересовались, покупали. Вот. Я стал писать больше. Практически целыми днями писал. Вот. Работы покупались. Ну, год прошел, 1,5. Опять все, как говорится, как обрезали ножом. Все прекратилось, а жить-то надо на что-то. Пришлось опять менять профессию и работать кочегаром. Но свое ремесло художник не оставлял. Все свободное время проводил над созданием новых полотен. Нравилась очень природа местная, тайга, вот, особенно первый снег. Вообще я обожал, когда на ветке ложится пушисто. Много работ написал на эту тему. Цветы я много писал, вот серии здесь уже луговых цветов таежных. Очень много работ написал. Мне интересно, потому что я как-то букет насобирал. Водосбор есть такой цветок голубой, таежный. Вот. Такая сложная конструкция, пока я ее изучил, самого цветка настолько сложные, разные формы перетекают в лепестки, не просто так. За всю свою жизнь из-под кисти мастера вышло более 1500 картин. В 1996 году в городском музее состоялась первая персональная выставка Михаила Григорьевича. 3 ноября этого года в Центре культуры и духовности имени Пушкина открылась уже 4-я персональная выставка. На ней представлены в основном пейзажи, но есть и портреты, и натюрморты. Для художников важно выставку сделать, потому что на кладовку работать не будешь. А выставка, она вдохновляет, она придает силы, можно услышать мнение людей, потому что художники, люди творческие – это общественные люди, которые то, что мы творим, создаем, это для людей делается, не для себя.
Ну, сам-то удовлетворение получаешь от работы. Вот. А выставки обязательно нужны. Помимо этого, работы Михаила Кохана ранее были представлены на выставках в Нерюнгри и Якутске. Сейчас художник занимается росписью храма Иоанна Кронштадтского в поселке Беркакит. Эту работу Михаил считает за честь. У нас в городе художников практически нету. Ну, у меня тоже опыта нету по работе в храме. Ну, помаленьку осваиваю Божьей помощью. С батюшкой консультируемся. Потому что храм, православные свои каноны, это все нужно не просто так, что нравится, а соблюдая церковные каноны, нужно работу выполнить. Ну вот так вот я предложил, вот иконостас в храме уже готовый был, вот, и как бы вот все равно нужно наполнить храм рисунком каким-то. Вот. Я предложил, вот орнамент скопировал с иконостаса, именно как бы по периметру всего помещения. Вот этот орнамент продолжаем. Вот, и будет хорошо, я надеюсь. Одним из преданных поклонников творчества Михаила Кохана является его внук Артем. Мальчик помогает в проведении выставки, рассказывая посетителям о картинах и о дедушке, когда сам художник отсутствует. С особой теплотой Артем относится к подарку, который получил однажды на свой день рождения. Мне очень приятно. Каждый раз, когда я захожу в свою комнату, я вижу эту картину. Я восторгаюсь ей, несмотря на то, что она уже многие годы висит. Я смотрю на нее и вижу даль, вижу Нерюнгри и тайгу. Работы Михаила Кохана яркие, красивые, создающие поэтическое настроение. В них, казалось бы, привычные нашему взгляду пейзажи наполнены тишиной и умиротворением. Так тонко чувствовать и передавать настроение окружающего мира может только настоящий мастер своего дела. Я впечатлена выставкой. Многие картины производят такое неизгладимое впечатление. Они реалистичны, очень интересно. Меня удивляет, как, например, на снегу передал он тень. Это настолько реалистично, что ты погружаешься, хотя ты видишь мазки картины. Очень интересно. И особо меня впечатлил тот момент, что многие пейзажи кажутся знакомыми. Ты хорошо узнаешь эту якутскую природу на них. Портреты, представленные на выставке, получились тоже очень живые, реалистичные, говорящие. От них создается впечатление, что на тебя смотрят живые люди. Больше всего мне понравился, конечно, его автопортрет, потому что меня, как человека, который пытался рисовать безуспешно, удивляет, как можно так реалистично нарисовать себя. Мы все видим себя не так, как нас видят окружающие, а ему удалось передать себя ровно таким, какой он и есть. То есть как это можно брать кисть и себя передавать мимику, все черты лица тонко, так как и есть. Я знаю его визуально, как он выглядит сейчас, и очень было интересно увидеть, как он видел себя еще 25 лет назад. Это далеко не предел творческого потенциала живописца, ведь вдохновляется художник красотами якутской природы. Это вечная тема, которая прекрасным узором ложится на полотна красками Михаила Кохана. Всю зиму работал за мольбертом, ну, летом некогда. Тайга, рыбалка, да, грибы, ягоды, я это очень люблю. Вот. Ну и материал накапливаю к будущим картинам в летнее время. Которые пейзажи задумывал, я написал их, вот, а новых пока... Вот, но у меня есть желание написать «Утренний клюв». Я вот люблю порыбачить на водохранилище. Вот, но пока времени не хватает. Вот написать большой холст такой. Утро, теплое утро, солнышко встает. И в рыбаку в удочке колесом от трофейного улова. Но это пока только так, мысли. Творческая атмосфера в доме отразилась и на старшей дочери Велене. Она приехала вместе с родителями в Нерюнгри, когда ей было 5 лет. Все детство проходило рядом с папой. Это или ягоды, грибы, природа, или он оформлял школы нашего города. Мы расписывали стены. Папа рисовал основную часть, мне поручались какие-то для закрашивания квадратики, кружочки, ну то, что было мне доступно, ну и так, в принципе, все мое детство. А вот когда отец писал картины, вот сейчас делают из багета пластикового рамы, то раньше рамы делали мы вручную.
И вот меня папа привлекал к шлифовке рам. Чтобы не быть просто дочкой художника и заработать собственный авторитет, Велена закончила исторический факультет. Одно время преподавала в школе, позже работала в городском музее старшим научным сотрудником, где знакомила посетителей с историей представленных экспонатов. Допустим, в годы послереволюционной была коллекция новогодних шаров с изображением, тиснением лидеров партии. В годы Хрущева были приняты игрушки на овощную тему: кукуруза, снопы пшеницы, редиска, огурчики. Вот. Или с полетом человека в космос появились человечки-космонавты, были человечки-красноармейцы. Но творческие гены никуда не делись. Велена занималась прикладным творчеством и решила, что это именно то, чем она хочет заниматься профессионально. То, что вот я из шитья умею, это все мама научила. Вот, допустим, творческий процесс проходил таким образом. Мама, научи меня вышивать бисером. Иди к папе, нарисует тебе папа, пускай листочек, а я тебе покажу, как вышивать. То есть это вот таким образом проходило. И такой бисер был страшный советский, это все как-то ужасно получалось. Но все вот основы рукоделия женского — это вязание, это шитье, это такой простой крой какой-то. Все, что умели советские женщины, вот это все мама научила. А вот художественный подход к чему-то, композиции, к цветовой гамме, это все папа не то чтобы прямо вот сажал меня и учил, это просто вот наша такая семейная жизнь, она на этом всем была завязана. В 2011 году мастерица, будучи в декрете, открыла первое индивидуальное предприятие, которое вскоре пришлось закрыть. Но при этом стала копить деньги и потенциал на дальнейшие планы. Купила вышивальную машину, которую можно вышивать логотипы, множить вышивку. Вот, и потихонечку стала накапливать опыт свой швейный еще больше и больше. Вот уже 10 лет Велена работает в воскресной школе, где ведет семейную творческую мастерскую «Журавушка». Там она познакомилась с Щербаковой Ириной. Мы там сшились, что называется, на детских костюмах. И вот год назад мы еще раз открыли ИП, выиграли все возможные гранты нашего района и города. И закупили оборудование, ткань и предложили вот такой проект «Сказочные образы Южной Якутии», в который бы будет заключать 20 костюмов. И у нас по общности интересов мы обслуживали нашу воскресную школу, то есть мы делали костюмы для всех выступлений вместе. Поскольку у Елены Михайловны оборудование дома и все есть, у меня ничего нет, я приезжая. И поэтому мы собирались у нее дома и шили эти костюмы. Где-то вот лет 6 подряд мы их шили. И, наконец, вот дошли до того, что я открыла ИП, и мы, стали шить костюмы не только для воскресной школы. Чтобы открыть новое индивидуальное предприятие, со своим проектом женщины обратились в Центр занятости. И очень хорошо приняли нас и руководство Центра занятости, наши идеи поддержали, и сотрудники тоже, и помогли нам составить бизнес-план, прямо реально помогли. То есть все показали, рассказали. У меня экономическое образование основное, а это уже педагогическое дополнительное. Но даже мне моего образования не хватало, мне помогли вот конкретно в Центре занятости. Мы защитили этот бизнес-план в очень короткие сроки. Мы реализовали эти денежные средства, отчитались хорошо. И нам сказали, что можем претендовать даже на грант Нерюнгринского района. Далее были написание и защита проекта на грант главы Нерюнгринского района. Грант в размере 300 тысяч рублей удалось получить, и сейчас проект успешно реализуется. Уже готово 4 первых костюма. Это «Хозяйка угольной горы», «Тайга», «Река Чульман» и «Чароид». Рисует у нас, изготавливает эскизы у нас Елена Михайловна, она же дочь художника, пусть отрабатывает свое звание. А я, просто как исполнитель. Но в процессе работы у нас почти всегда возникают изменения. То есть ткань диктует, фактура, свои законы у ткани, и она может лечь не так, как-то. Или, допустим, фурнитура, которую мы используем, она блестит не так, как нам изначально хотелось. И мы многое меняем. То есть от начального эскиза может остаться там половина, в лучшем случае. Но, тем не менее, наши модели нравятся, их принимают, я бы даже сказала, с большим восторгом. То есть мы даже не ожидали такой бурной положительной реакции по отношению к нашим костюмам. Мы сами, когда заканчиваем его, смотрим на него, думаем: Господи, да мы не могли это сделать. Это так здорово и красиво. Эти необычные образы будут представлены нерюнгринцам в различных дефиле, на концертных площадках или даже на улице, чтобы жители могли сфотографироваться со сказочными героями. Почему сказочные образы? В сказке есть чудо.
Вот человек, несмотря на нашу цивилизованную, организованную жизнь, он верит в чудо и сказка, и вот сказочный образ, визуально очень красивый, он сеет в человеке надежду веры в чудо. Веру в Божий промысел, что этот мир продуман, прекрасен, красив. И сказка, как ничто иное, сохраняет душу народа, душу человека. И национальная сказка, она подчеркивает именно национальный характер, моральные ценности, которые в сказке передаются, духовные ценности народа, культуры. И они, я считаю, что они цементируют, укрепляют государство наше, семью каждую. То есть они имеют такую глубинную, самую глубокую, самую фундаментальную ценность, ну, на мой взгляд. Потому что сказка, она еще с самого детства ребенку с уст матери передается, и дальше его сопровождает всю жизнь, когда человек уже, становясь дедушкой, бабушкой, он опять-таки своим детям эти сказки рассказывает. И у каждого народа свои сказки, они характерные, яркие, харизматичные. И вот именно это создает красочный наш мир человеческий, красоту нашего человеческого общества в лучшем проявлении человека. Каждый образ из коллекции будет занимать свою нишу в городских праздниках и мероприятиях. Допустим, смотрите, вот мы придумали их 20, допустим, костюм Иван-чай. Ну, вот у нас есть праздник Исаак красивый, да, вот чтобы там были костюмы летние, или костюм горный хрусталь, или костюм ночная тайга зимой. Вот мы тайгу летнюю пошили, будет тайга ночная. Вот, мы разные образы будем туда включать. При храме Казанской иконы Божией Матери Велена учит рукоделию и воспитанников воскресной школы. Каждая встреча традиционно начинается с молитвы, а потом, под руководством Велены Мещан, каждый приступает к своему делу. Велена Михайловна уже более 10 лет трудится в нашем приходе. Познакомились мы в храме, она прихожанка нашего храма, и у нас зародилась идея создать семейную творческую мастерскую, потому что у нас есть воскресная школа, где дети получают знания закона Божия. А творческая мастерская – это где дети со своими родителями могут прийти, заниматься рукоделием, творческими работами, встречаться, общаться, что-то делать с пользой, проводить время. Когда образовалась вот семейная мастерская, нам сказали о том, что она будет, обрадовались очень. Благословение батюшки, художественные направления творчества различные, да, то, с чем мы мало можем в жизни встретиться и знакомы быть, только с небольшим каким-то направлением. И поэтому ребята ходили с самого начала, Артем старший и Костя. Сейчас ходит уже Настя. Как вот сказать, дело благое, начинание благое. Вот. Так к этому и относимся, насколько можно, да, чистотой сердца. И вот я попросила Артема, старшего, он сейчас студент, Благовещенский, сказать о том, как вот, и он несколько слов написал. Это те года, которые я провел вот в кружке семейной мастерской под творчеством, руководством Велены Михайловны. Мне довелось познакомиться с огромным количеством направлений прикладного искусства и создать своими руками не меньшее количество интересных и красивых работ. От картин, вышитых крестиком, до декоративных украшений всех форм и видов. Такие занятия, помимо развития кругозора и чувства прекрасного, подарили мне часы общения в приятной компании. И не будет ни капли лукавства в моих словах, что это было очень интересно и познавательно. Я благодарен руководителю, преподавателю кружка Велене Михайловны за получившиеся самоделки, большое количество освоенных навыков и в целом здорово проведенное время. Занятия в классе чередуются с играми на свежем воздухе. Сейчас будем играть в игру семейную, большую. Ребята пока рисуют, они не знают, это для них будет сюрприз. А я раскладываю игру, которую я нашла в интернете, и сама к ней пошила вот такие ингредиенты. Одна команда берет за углы это покрывало. Это мячик. А вторая команда становится рядышком и берет за углы это покрывало. И герои команд друг дружке вот таким образом перекидывают мяч. Нужно быть ловким, быстрым, умелым. Наши семейные
члены семейной мастерской умеют это делать, и мячик обычно летает со стороны на сторону. Приемная дочь Велены Екатерина также с удовольствием посещает творческую мастерскую. А Катюша занимается разными видами рукоделия. То есть она у нас все умеет, все делает, вышивает тоже, из бисера плетет, шьет она у нас простые вещи. Вот, умеет на машинке шить и на кружок вязания ходила, тоже научилась там простые вещи вязать. То есть у нас преемственность семейных традиций, она присутствует. Вот. И я стараюсь эти традиции передавать и детям в семейной мастерской при Казанском храме в воскресной школе. То есть мы тоже там рисуем, и русской кистевой росписью одно время занимались, и вышивкой, и плели. Мы даже пробовали плести из нашей лозы корзины. Они у нас там немножко получались, немножко нет. То есть мы стараемся сохранять и народные промыслы в нашей семейной творческой деятельности. Сын Артем в свободное от учебы время зимой катается на сноуборде, летом на самокате, собирает конструкторы. Хоть он и не унаследовал таланта своего предка, зато реализуется в музыке. Он играет на скрипке. Я хотела изначально пойти на гитару, но в школе «Соловушка» по программе ее нету. Вот. То есть она там вообще как бы не присутствует. Вот. И чтобы что-то было ближе к струнным инструментам, на тот момент в школе было достаточно мало скрипачей, и меня мама записала на скрипку. Вот. Потом во 2 классе добавилось фортепиано, так как это основной инструмент, и я должен его знать. Я хожу на хор, хожу на сольфеджио, муз-литературу. В доме Велены постоянно много людей, которые занимаются рукоделием. Кто-то шьет, кто-то рисует или изготавливает игрушки. Сначала мама водила нас на творческую мастерскую, где учила нас Велена Михайловна. Мы там учились шить разных игрушек, слонов, там, котиков. Мне очень нравилось шить, я туда ходила с подругой Машей. Вот, затем уже я начала ходить в гости к Велене Михайловне. Мы тут вместе шили там, иногда даже на продажу. Вот тут тоже мой брат Глеб вырезал рыбок или разные фигурки. Мы их тоже разукрашивали. Да, мы шьем шоперы, если хорошо получается, тоже на продажу, там наволочки для подушек. Но основное, конечно, это вышивальная машина, там вышивка основную роль играет. Тут даже отдельная комната есть, тоже можно что-то пошить. Когда Велене было 8 лет, в семье родилась младшая дочь Александра. Сейчас она со своей семьей живет в Санкт-Петербурге. Саша выбрала для себя профессию бухгалтера, но отцовские корни и воспитание отразились на способностях и увлечении ее дочери, внучки Михаила Кохана Виктории. Все в их доме стараются приобщиться к творчеству. Так вот у нас проходит вечер творческий. Дети рисуют, муж наблюдает. Викуля, внучка Михаила Кохана Григорьевича, любит очень сильно рисовать. У нее всегда фломастеры при ней. Где бы она бы ни была, гуляла бы на площадке, на природе. Всегда у нее в сумочке с собой блокнотик и пачка фломастера, карандашей цветных. Игорёшка рисует, тоже очень любит рисовать вечерами. Тоже придумывает рисунки, срисовывает с телефона. Любит рисовать натюрморты. Я когда, в общем, узнала о Михаиле Григорьевиче, я думала, Михаил Григорьевич, дедушка Викин, это хорошо. Я когда узнала о его творчестве, увидела его картины, я чуть не упала в обморок. Было очень красиво. Мне больше всего его рисунки понравились, где лето и зима, тем более такие комочки, там, не знаю. Я решила это тоже попробовать. Поначалу не получалось. Не знаю, там в какой попытке, но потом получилось. И, не так прям, как у него, конечно же, но получилось. Вот я решила перейти на натюрморты. Я люблю очень их рисовать. Вот как у меня получается. Красиво. Клюн я тут не смог нарисовать, подсолнух нарисовал. В общем, я очень восхищаюсь его творчеством. И вот хочу, чтобы он также продолжал рисовать, даже еще лучше.
Вот так вот. Каждый член семьи художника нашел себя как в профессии, так и в творчестве. А впереди есть еще много всего, чем может поделиться с миром и сам Михаил, и его дети, и внуки. А может, и еще несколько поколений будут продолжать дело своего талантливого предка.